Доброе утро, Якутия! Катерина Винокурова, Руслан Чиров. Встречаем вместе с вами эту среду. На календаре 16 марта. Пусть сегодня у вас будет обязательно хорошее настроение, ну а наша программа вам обязательно в этом поможет. 100 лет во благо Якутии. Скоро под таким названием выйдет на экраны документальный фильм, посвященный столетию со дня образования постоянного представительства республики в городе Москва. Об этом мы поговорим с нашими гостями в студии. Как из глины слепить образы, что такое авторские куклы и кто их создает. Интересно? Тогда будьте с нами, и вы обязательно об этом узнаете. Ну а кроме того, вас ждут наши постоянные рубрики, любимые вами рубрики. Много полезной, интересной информации, впрочем, так же, как и всегда. Если у вас есть идеи для наших материалов или какие-то предложения, вопросы нашим гостям и героям, то вы всегда можете отправить их на наши номера WhatsApp и Telegram, которые видите на наших экранах. Ну а, дорогие друзья, я думаю, что по традиции мы должны узнать, какая же погода сейчас за окном. Обязательно. Итак, сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 30-36 градусов мороза. В Заречной группе 22, местами до 33, в южных 19-20 градусов, в Вилюйской группе 25-35, в Нижнеленских 27-33 градуса мороза. В западных 28-30, в Колыму-Дигирской группе 23-34 градуса. В Янских 28-30, на северо-западе 23-37. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 27 градусов. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ожидается ветер северный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 12-14 градусов. 16 марта отмечается День цветных карандашей. Дословно переводимое как с тюркского как «черный камень». Слово и сам пишущий инструмент, именуемый карандашом, прочно вошло в обиход в 20 веке, хотя историю свою карандаш ведет с эпохи древнего мира. А цветные карандаши в том виде, в каком они могли использоваться художниками, получили распространение только в начале 20 века. С другими датами и событиями 16 марта знакомимся далее. На календаре 16 марта. Сегодня отмечают День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации, День цветных карандашей. По народному календарю сегодня Евтропиев день. Главным событием дня было пробуждение медведя. Считалось, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги. Этот день в истории. 16 марта 1831 году увидел свет роман Гюго «Собор Парижской Богоматери». А 152 года назад в этот день на Нижегородском Сормовском заводе была пущена первая в России мартеновская печь. Печь для переработки передельного чугуна и лома в сталь нужного химического состава и качества. Эта печь прославила металл этой марки как лучший в стране. Ровно 100 лет назад в этот день было организовано представительство Якутской АССР при Народном комиссариате по делам национальностей РСФСР. Возглавил его один из основателей автономной республики Максим Амосов. Один из первых государственных институтов представительства всегда играло особую роль в решении ключевых вопросов развития Якутии. 16 марта 1926 года неподалеку от городка Оберн уроженец штата Массачусетс, американский инженер-физик и пионер ракетостроения Роберт Хатчинс Годдард первым в мире запустил ракету на жидком топливе. Ракета, весившая чуть меньше 5 килограмм, вместе с топливом поднялась на высоту 12,5 метров и за 2,5 секунды пролетела по горизонтали 56 метров. Но этот непродолжительный полет стал первым гигантским шагом в ракетостроении и важной демонстрацией возможностей жидкостных ракетных двигателей.
16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум по вопросу о статусе полуострова Крым и города Севастополь. В ходе референдума Крым вернулся в состав Российской Федерации. Этому громкому, ставшему уже историческим факту, предшествовали драматические политические события на Украине, начавшиеся еще осенью 2013 года. В этот день родились Георг Ом, немецкий физик, автор основного закона электрической цепи «Закон Ома». Николай Языков, русский поэт. Александр Попов, русский физик, электротехник, один из изобретателей радио. Александр Беляев, русский и советский писатель-фантаст. Сергей Юрский, советский российский актер, режиссер, сценарист, народный артист РСФСР. Бернардо Бертолуччи, итальянский кинорежиссер, драматург, поэт. Именины сегодня у Марфы, Михаила и Севастьяна. Как мы уже говорили, сегодня историческое событие. 100 лет назад, ровно в этот день, был создан предшественник нынешнего постоянного представительства республики при президенте России в Москве. И к этой знаменательной дате и столетию Якутской АССР был создан документальный фильм «100 лет во благо Якутии» общей продолжительностью 60 минут. Сегодня об этом мы подробно будем говорить с нашими гостями. У нас в гостях исполнительный продюсер НВК «Саха» Дарья Павловна Ермолаева. Доброе утро. Доброе утро. А также Дмитрий Иванович, Дмитрий Соловьев, директор исторического парка «Россия. Моя история». Доброе утро. Наверное, первый вопрос Дмитрию Ивановичу. Вы работали в свое время в постпредстве республики. Можете рассказать, в чем заключается работа постпредства? Ну, постоянное представительство – это вообще, я считаю, уникальный орган. Это такой интегральный орган правительства. По сути, правительство в миниатюре, которое выдвинуто на передний план, которое способно решать все поставленные задачи, которые ставятся нашим главой республики и правительством республики для соответствующей постановки вопросов в федеральных министерствах и ведомствах и с различными субъектами Российской Федерации и международными структурами. И эти вопросы успешно решаются вот на протяжении уже почти 100 лет. И вот я хотел... Сегодня как раз 100 лет. Да, сегодня, да. И, кстати, я хотел сказать, что очень интересный факт. 16 марта – это основание создания постоянного представительства, а получается через почти более месяца у нас основана республика. То есть вот постоянное представительство, оно было создано для того, чтобы решать вопросы и создания республики, и решения очень серьезных, важных стратегических вопросов развития нашей республики вот на том этапе. И сегодня эта традиция такого решения, таких масштабных вопросов развития республики, она продолжается постоянным представительством успешно. Но вот вам удалось внести какую-то свою лепту? Ну, я работал с 1994 по 2007 год. Это довольно длительный период. Конечно, страна в этот момент прошла через очень сложный период построения новой экономической системы, взаимоотношений, общественно-политической системы. И вот в тот момент, я помню, мы заключали договор между Республикой Саха-Якутия и правительством Российской Федерации о разграничении полномочий, предметов ведения, устанавливали контакты с международными структурами, странами, другими субъектами Российской Федерации. То есть все было вновь, все было очень интересно, многогранно. Были вопросы, связанные с работой со студенчеством, с нашими земляками в Москве, с ветеранами, военно-мемориальная работа. Устанавливались памятники нашим воинам-якутянам по центральной части России. И вот этими вопросами мы занимались. И многие-многие другие вопросы. И все это проходило и в нашем постоянном представительстве, и непосредственно в других структурах. И вот постоянное представительство, оно должно было решать полный комплекс вопросов, которые перед нами ставила наша республика. Дарья Павловна, расскажите, как создавался документальный фильм? Вообще документальный жанр, он создается довольно продолжительное время, около года, можно сказать. В мае месяце будет год, как творческая бригада начала первые съемки. Я, конечно, очень благодарна нашему московскому филиалу, которые помогли нам и архивными кадрами, и операторами, и так далее. И поэтому я считаю, что, в принципе,
это нормальный период, год, потому что рассказать все, что произошло за 100 лет, и рассказать о каждом постпреде, который находился там в Москве, представлял Якутию, я думаю, что это очень интересно. И нам хотелось, конечно, что-то необычное, новенькое, потому что делать исторические фильмы неблагодарное дело, но тем не менее нам повезло. Вот, и поэтому будут в фильме показана кинохроника 1924 года. Это наши руководители Максим Кирович Амосов, Степан Васильев и Степан Ржаков во время 13-го съезда РКПБ. Их запечатлела кинокамера. То есть И есть они в прекрасном видеоматериалы? состоянии. Да, то есть сейчас у нас в республике будет видеоматериал. И мы живыми Уникальные увидим наших кадры. руководителей. Да, это уникальные кадры. И очень хорошо, что сейчас все кинохроники переходят на электронные каталоги, и мы нашли это, сидя здесь, в Якутске, эти кадры. Ну, естественно, при поддержке истории развития Якутии вот в селе Хатырык и при поддержке Центра аудиовизуального наследия совместными усилиями все-таки нам удалось это сделать. Здорово. Ну, вам уже удалось посмотреть эти кадры? Расскажите, какими Фильм были уже готов. наши лидеры. Кадры эти в прекрасном состоянии нами уже получены, нашей национальной вещательной компанией. И вы знаете, честно говоря, когда я в первый раз увидела их живыми, они, знаете, выглядят как наши ровесники. Как будто мы вот только что они вышли. И улыбаются в прекрасном позитивном настроении. И как бы они, скорее всего, благословляют нас на новые свершения, возможно, да. Уже хочется посмотреть эти кадры. А когда телезрители могут увидеть Телезрители фильм? увидят в апреле месяце. Сейчас делается анонс. И сегодня, конечно, фрагменты из фильма увидят в Москве, когда будет празднование столетия. Я очень благодарна, что нашей творческой группе удалось, режиссер Айталина Тарабокина, и нам удалось соприкоснуться вот с хроникальными материалами. А можете поподробнее рассказать, как именно вот ваши ощущения, да, когда вы увидели именно вот эти вот видеокадры? Честно говоря, я чуть не закричала. Эмоции буквально вот переполняли душу. И когда я показала другому режиссеру из другого проекта, она сказала: знаешь, у меня прямо все вот в таком состоянии находится, потому что, ну, не верится, что такое может быть. Кстати, я еще когда сталкивалась с другими архивными материалами, когда мы делали фильм про Адама Васильевича Скрябина, там он в своей автобиографии писал, кстати, мы искали, но, возможно, в этом году найдем, что он, когда записывали народные песни, он своими ушами слышал голоса Амосова и так далее, и так далее. Возможно, найдутся. Дарья Павловна, Дмитрий Иванович, спасибо вам огромное за участие в этом эфире. Ждем с нетерпением премьеры фильма. Надеюсь, что обязательно каждый якутянин должен посмотреть его. Ну а сейчас мы прервемся на некоторое время и вновь вернемся в нашу студию. Не переключайтесь. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Предприниматели Якутии получат займы на закупку муки и сахара. В связи с повышением банковских ставок принято решение о предоставлении в ближайшее время льготных займов для предпринимателей, занятых в сфере торговли по льготной ставке 8%. Банк-оператор будет выдавать льготные кредиты на закупку продуктов питания, муки, растительного масла, сахара, круп и других товаров первой необходимости в приоритетном порядке. Данная мера поддержки малого и среднего бизнеса реализуется по поручению главы Якутии Айсана Николаева. Сельхозтоваропроизводители 17 районов республики получили субсидии на молоко на прошлой неделе. Об этом нашему каналу сообщили в Минсельхозе. Остались получатели Якутска, Хангаласского и Усть-Майского районов. Отбор по финансам еще не завершился, уточнили в министерстве. Ранее сообщалось, что часть средств субсидий на молоко будет доведена в районы раньше установленных сроков, чтобы аграрии смогли заранее подготовиться к весенне-полевым работам и сенокосной кампании. Всего в Якутии на заготовку более 62 тысяч тонн молока в этом году предусмотрено более 3 миллиардов рублей.
В Ленске продолжается работа по ликвидации непригодного для проживания жилья. Сейчас в городе сноса ожидают около 3 пустующих аварийных домов. 5 уже снесены. Накануне под ковш пошли 2 дома, расселенные ранее в рамках программы по переселению. Работы по сносу идут локально, техника работает аккуратно. Соседние территории в безопасности. Дом по улице Орджоникидзе наполовину ликвидирован. Начаты работы по сносу многоквартирного дома по улице Чапаева. Свободные от снесенных домов земельные участки планируют в дальнейшем предоставить под жилую застройку. Жильцам расселенных домов предоставлены квартиры в новостройках. Расселение ленчан из аварийк продолжается. На сегодняшний день мы снесли ленских событий 1А, да? 2А сейчас планируем сносить. Мы снесли объездная 4, сейчас планируем 4А. Это уже контракты у нас заключены, да, определен подрядчик, который ведет сегодня работы. В ближайшие там 15-20 дней мы эти дома снесем, участки зачистим, и они у нас будут готовы к строительству многоквартирных домов. Это я имею в виду по Орджоникидзе, да. В Якутске в 3-й раз стартовал республиканский открытый турнир по национальной борьбе «Хапсагай» – турнир госкомобеспечения. В нем принимают участие пожарные, спасатели и сотрудники силовых ведомств. В этом году разыграют комплекты медалей в 11 весовых категориях. В течение 2 дней огнеборцы и спасатели, а также известные в республике спортсмены будут соревноваться в ловкости, проворности и выносливости. С улучшением эпидобстановки в республике все спортивные мероприятия проходят со зрителями с предъявлением QR-кода. С нашей службы участвует 10 спортсменов. Ну, турниры категории А. Это означает, что тут в турнире можно выполнить мастера спорта Республики Саха-Якутия. Поэтому участвуют только подготовленные спортсмены. Все спортсмены нацелены занять первые места. Значит, ну, помимо службы спасения участвуют спортсмены государственной противопожарной службы, Саханефтегазбыт, МВД, УФСИН и других служб оперативных. Спасибо коллегам, а мы продолжаем. Новое исследование показывает, что осьминоги все чаще используют бутылки, банки и другой мусор, брошенный людьми в океан, чтобы укрыться, замаскировать свои дома и даже спрятать детенышей. Мы считаем, что это происходит из-за большого количества этих искусственных предметов мусора в океане, говорит Майра Проетти, океанограф из Федерального университета Рио-Гранде в Бразилии. Это становится настолько распространенным явлением, что они используют эти предметы для защиты себя вместо своих естественных убежищ, таких как ракушки, которых становится все меньше в океане. Исследователи изучили 261 фотографию 24 различных видов осьминогов, взаимодействующих с океанским мусором со всего мира. Вот, с одной стороны, как бы всегда удивляешься тому, как природа приспосабливается, а с другой стороны, очень грустно, что так много мусора как бы появляется очень в печально, океане. да. И хватит мусорить, хватит собирать ракушки, да, давайте позаботимся о нашей окружающей среде. Ну, а в свою очередь, я думаю, что многие якутяне будут несказанно рады, когда снега будет становиться все меньше и меньше. Но вот герой нашего следующего сюжета, пес Самоед, да, наоборот, грустит по тающему снегу. Он хотел бы, конечно, играть им целый год. Самоед по имени Шторм всю жизнь был без ума от снега, и каждый год он ждет зиму и весь сезон старается проводить во дворе как можно больше времени. Весь в снегу, насквозь мокрый, зимой он по полдня гуляет на улице, говорят хозяева. Его просто невозможно завести домой. Чтобы питомцу было веселее, хозяева каждую зиму делают на террасе снежную гору. Так, даже если снег на траве растает, пес еще немного сможет порезвиться в своем сугробе. Однако весна все равно наступает, и пес это чувствует. Шторм сразу заметил, что гора на террасе стала уменьшаться, рассказывает хозяйка пса Стефани Ларсен. Сейчас от нее почти ничего не осталось, но такова природа, а пока пес старается наслаждаться каждой секундой, проведенной в снегу.
Но есть такое ощущение, что ему достаточно жарковато, да, то есть это в этом, наверное, тоже есть... Конечно, в такой шубе. Но нас, конечно, снегом не удивить. Я все жду момент, когда начнут цвести подснежники. Это очень хорошее весеннее время. Ну, а мы продолжим, и я думаю, что многие из нас питаются достаточно несбалансированно, не так, как рекомендуется. Питаться разнообразно и использовать для здоровья по силам каждому. Но в рубрике «Мой доктор» мы сегодня узнаем, что конкретно можно сделать. Доброе утро! Я вообще ничего не ем. Это у меня медленный метаболизм. Довольно часто я слышу от пациентов, что же говорит об этом наука. В ходе исследований было выяснено, что нет никаких доказательств замедления метаболизма в среднем возрасте. То есть метаболизм остается стабильным в возрасте от 20 до 60 лет. И нет, он не замедляется в возрасте от 30 до 40 лет и в период менопаузы. Основная проблема в том, что количество потребляемых калорий превышает фактически уровень расхода энергии. Если потребление энергии больше, чем траты, жировая масса начинает расти и наоборот. Когда начинаешь подробнее расспрашивать пациента о его питании, то выясняется много нюансов. Самые распространенные. Целый день почти ничего не ел, а ужин занял 1,5 часа перед телевизором. Перекусы каждые 2-3 часа, шоколадом, чипсами. Отдельно хочется отметить потребление большого количества соли. Например, в хлебе по ГОСТу в суточной порции около 1,5 грамм соли. Это много. Учитывая, что мы питаемся не только хлебом, употребление сока и газировки вместо воды. Размеры порции чаще не намного больше необходимого. Чтобы сбросить вес, нужно уменьшить калорийность рациона на 10-15%, чтобы организм сжигал больше калорий, чем расходует. Перекусы быстрыми углеводами вредны для метаболизма. Для ускорения обмена веществ нужно соблюдать всего несколько правил. Например, не игнорировать режим питания. Если вы питаетесь регулярно небольшими порциями, организм вырабатывает специальный гормон лептин. Он позволяет подавлять аппетит, что препятствует перееданию. Поэтому я рекомендую пятиразовый режим еды. Лучше, если он будет состоять из 3 основных приемов пищи и 2 перекуса. Для поддержания нормального метаболизма важно не пропускать завтрак. После качественной силовой тренировки метаболизм ускоряется примерно на 48 часов. Обменные процессы тормозят вредные привычки, курение, употребление алкоголя. Откажитесь от них. Согласитесь, в Якутске много талантливых людей, увлеченных своим ремеслом. Это относится к героине нашего следующего сюжета, мастеру авторской куклы Харчани Баппагай. Она поведала о том, как появляются сюжеты произведений, каковы возможности художественной обработки глины и что служит вдохновением для создания новых кукольных образов. В гости к кукольному мастеру съездила наша коллега Ирина Григорьева. Начинаю набирать мышцы. Это я леплю юринола из Олонхо. А вот у меня туярмаку в процессе. Лепить с нуля. Смотреть, как рождается лицо и тело. Вот так из рук кукольного мастера Харчана Баппагай рождается сказка. Процесс создания куклы сложный и долгий. Муза переносится на холст, эскиз на глину, кусочек за кусочком, и начинается волшебство. Кукла оживает, обретает черты, характер, а затем и душу. Свой путь от любителя до мастера, признается Харчана, был таким же – сложным, тернистым, но сказочно интересным. В 2015 году, когда старшая дочка была маленькая, 3-летняя девочка, мы с ней вместе играли, придумывали разные развивайки, и в один день я искала новую идею в интернете и наткнулась на статью про известную нашу российскую кукольницу. Там были фотографии ее работ, фарфоровые шарнирные куклы. И я просто была в восторге, как человек может своими руками сделать такое, сотворить вот маленькие копии людей. Так интерес превратился в дело, а ежедневный труд в ремесло, благодаря которому в течение 7 лет рождаются шедевры. Кукольный мастер – это и художник, модельер, дизайнер и скульптор, и даже ювелир. Особенно при росписи лица, где нужно передать самое главное – эмоцию и настроение.
фотографии работаю и иногда требую видеозапись, чтобы понять вот вообще 3D фактуру, объем. И иногда вот не отправляют. И тогда очень сложно по некачественным фотографиям работать, но мне всегда удается. Как будто сошли со страниц детских сказок. Живые, яркие, настоящие. Лесные девочки, обитающие в сказочном лесу, плачущий мальчик, слепленный из образа сына, и образ отца, учителя, актера и художника. Мастер не только воплощает в реальность придуманный образ, облачая куклу в костюм, но и вкладывает в нее свою душу. На изготовление одной куклы уходит около месяца. Мастерица добивается не только внешнего сходства заказчика, но и старается передать внутренний мир человека. Мастерица делает не только куклы, но очень интересные экспозиции. Например, она сделала вот такую кухню в миниатюре. Дома в миниатюре и предметы быта – еще одно интересное направление, где харчана также находит свое вдохновение. Максимальная достоверность в миниатюре. И даже мука в пакетах настоящая. Такие работы особенно ценят коллекционеры и организаторы выставок, где работы якутской мастерицы экспонируются постоянно. Очень любят его. Образ тоже взят от моих детей, моего сына. Летом он в деревню точно так же ходил, грязненький такой, и искал меня. Семья, родные, любимые дети – главные мотиваторы. Мастерица чтит своих предков, изучает родную культуру. В мифологии и якутских сказках находит свое озарение. На окне уникальная работа, сделанная из обычного дерева. Композиция «Хранительница очага» харчана делала вместе с отцом, поэтому она особенно дорога. Творение несет особую энергетику и транслирует жизненную мудрость. Вот это дупло нашел мой отец в лесу. Это нарост такой к дереву. И когда я увидела его находку, я попросила у него разрешение забрать, во-первых, и, во-вторых, сделать ему дырку. И получилось у нас дупло. И в этом дупле живут лесные человечки. И вот, например, хранительница очага сидит, ждет своих родных после охоты. Отец придумал к образу целый сюжет, озвучил историю, даже добавил музыку. Получилась прекрасная сказка. Главный посыл работ мастерицы прост – вспомнить детство и окунуться в сказочный мир. А главное – эмоция, которую вызывает кукла. И есть конечный итог творчества художника-кукольника – дарить только радость. Ирина Григорьева, Григорий Николаев, Якутск. Очень здорово, когда такие творческие люди бывают у нас в сюжетах. Вот в понедельник вышла передача «Испытан на себе». Там мы занимались как бы резкой по дереву. И вот именно мастер сказал, что, допустим, когда делают скульптуру, они даже придумывают, знают, кто это, откуда, какой его жизненный путь, да, то есть полностью до мелочей, то есть, да, чтобы все как бы передать через скульптуру вот это настроение. Прямо душа в этом деле, да. А я лично вот познакомилась недавно с Харчаной, действительно удивительная, волшебная девушка, впрочем, такая же, как и ее работы. Так что привет передаем Харчане. Да, мы продолжаем тему моды. В последнее время Леди Гага стала часто выходить в свет и посещать вечерние мероприятия. И каждый раз она уделяет большое внимание своим нарядам. Леди Гага всегда выглядит невероятно эффектно. Для премии BAFTA 2022 Леди Гага выбрала шикарное бархатное платье со шлейфом, фактурная ткань, глубокий изумрудный оттенок и не менее глубокое декольте сделали образ певицы по-настоящему роскошным. Мастера дома Ральф Лоран делали платье 150 часов. Большое внимание Леди Гага уделила аксессуарам. Она дополнила образ трендовой сумочкой в перьях и невероятно красивыми сверкающими украшениями с зелеными камнями в тон платью. И без фирменной обуви, конечно же, не обошлось. Под платьем была пара черных сапог на очень высокой платформе. Но жительница поселка Угаян Белецкого Венкийского национального наследия Зинаида Григорьева вывела во взрослую жизнь не одно поколение угаянцев. Без малого полвека.
Зинаида Николаевна работала в поселковой школе учительницей, а краеведением и народным творчеством она занимается по сей день. Совсем недавно педагог стала первым в наследии народным мастером Якутии. Столь высокое звание, говорит Зинаида Николаевна, обязывает ее работать и в несколько раз больше. Идеями мастерицы поделилась с Татьяной Вахниной. Расшитые бисером национальные одежды, картины, обереги из кости и изделия из бересты в личной коллекции жительницы поселка Угаян Зинаиды Григорьевой бесчетное количество шедевров. Одним из любимых видов творчества мастерицы остается меховая мозаика. Большую часть времени Зинаида Николаевна посвящает созданию кумаланов. Коврики у эвенков являются мерилом счастья и семейного благополучия. Свое мировоззрение они выражают в этих кумаланах. Например, 8 кумалан обозначает, что жизнь на земле бесконечна. А этот круглый коврик означает образ солнца. Недавно Зинаида Николаевна была удостоена почетной награды. Она стала первым в Белецком наследии народным мастером. По словам женщины, это заслуга всего поселка. Сейчас у мастерицы масса идей, которые она готовится воплотить в жизнь. Присвоение этого звания меня обязывает вдвойне, тройне большей нагрузки. И я рада и буду помогать в школе, мастерица. Без малого 50 лет Зинаида Григорьева отдала юным угаянцам. Она работала учительницей в поселковой школе, затем стала директором. Выйдя на заслуженный отдых, Зинаида Николаевна продолжила заниматься краеведением. Ее стараниями в Угаяне был образован этнокультурный центр. Богатство музея учительница собирала по крупицам и создавала своими руками. Умение и опыт мастерица передает жительницам поселка. Она ведет занятия в клубе рукодельниц «Юкте», что в переводе с эвенкийского означает «родник». А вот этот белый олень обозначает достаток, богатство. Эвенкийские орнаменты и узоры полны глубочайшего сокровенного смысла, в котором отражается мировоззрение и мудрость эвенков. А любимым образом мастерицы является белый олень. У кочевого народа он считается священным. Татьяна Вахнина, поселок Угаян, Алданский район. Некоторое время назад блогер-путешественник из Самары Алексей Жирухин отправился в опасное путешествие, чтобы в очередной раз испытать надежность внедорожника Toyota. На этот раз их путь с автопутешественником Мирланом Туркменовым пролегал по маршруту Якутск, Тикси, Верхоянск, Русское Устье, Аймикон, Якутск. Это, получается, они посетили даже оба наших полюса холода. И буквально вчера они приехали из Хандыги. Перед ними стояла непростая поездка, лютые морозы, полное отсутствие цивилизации, зимники и снежная целина. Сегодня они у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте начнем, наверное, с того, как вообще вы пришли к этому, как стали заниматься автопутешествиями. Ну вот я путешествую очень давно, порядка, наверное, 12 лет. Проехал практически всю Россию и 55 стран мира. И сейчас стало интересным посетить не просто столицы регионов, а именно вот такие точки, куда просто так туристы не отправляются. И в том числе рассказать про эти места, потому что я веду свой блог на нескольких ресурсах. И такие места очень колоритные, очень своеобразные. И мне интересно побывать там и также рассказать об этом своим читателям. Ну, Алексей, у вас в блоге написано, что вы проехали 55 стран мира и почти всю Россию. Да. Так? О, Да, ничего себе. да. И вот понятное дело, что сам регион Саха-Якутии не ограничивается Якутском, поэтому интересно посетить самые дальние уголки. Отдаленные, да? Да, и вот и мы как раз с Мирланом и начали изучать вот эти арктические части. Вы здесь впервые? В Якутске я уже раз пятый. В Якутии? Да. Угу. Как прошла вот эта поездка, да, интересно? Мы изначально хотели доехать с Мирланом только до Тикси, да, потому что, почитав отчеты различные, поняли, что это путешествие очень опасное и долгое. Заложили 2 недели и как-то очень быстро добрались. Как говорится, наши духи помогли нам. И так как мы уже заложили это время в нашем графике, то решили посетить еще Нижнеянск.
Тоже проехали очень быстро. Ну и решили взять такую точку, до которой мало кто добирался на своем собственном автомобиле, Русское Устье. И у нас тоже все получилось. Заодно мы проехали практически все вот зимники, зимник Яна, зимник Индигирка и между зимниками через Депутатскую тоже еще один. Можно ли сказать, что это практически все зимники затронули? Это абсолютно все зимники, которые находятся в этом регионе, получается. Ну, как бы там не осталось дорог, где бы мы не были. Если бы еще были, мы узнавали, то мы бы еще куда-нибудь проехали. В какой-то момент просто мы, ну, как бы для любого автопутешественника Тикси, он как бы стоит таким местом, которое он желает посетить это. И получается, что многим она как бы легко не сдается, потому что там открытое место, тундра, губа, она переметается все время. То есть можно сказать, что многое зависит именно от погодных условий. Да, и везения. В основном, как получается, факторов очень много. Тут нужен надежность техники, слаженная работа команды, погодные условия и кто тебя как поддерживает. Как говорится, мы всегда, каждый улус, когда пересекали, мы ставили, что мы кушаем, там печеньки, конфетки, духов угощали. Был такой момент, что мы как-то утром это не сделали, как бы в попыхах поехали, и погода так, вообще молоко, ничего не видно, снег идет, не различить, где дорога, где сугроб, где вот это. Мы такие раз на друг друга посмотрели, пошли, эту процедуру сделали, через 5 минут небо открывается, дорога. Вот верь, не верь. Все-таки соблюдаете какие-то традиции все равно? Ну, я уже давным-давно здесь живу, и я к этим вещам привык. У меня отец, это как кадровый охотник, он научил меня как бы уважительно относиться к духам, особенно Баянаю. Это очень важно. Вы перемещались, сейчас на кадрах это автомобиль Toyota Land Cruiser. Можете поподробнее рассказать о его подготовке? Это мой личный автомобиль, Toyota Land Cruiser 200. Подготовка, как бы я его давно для экспедиции, он у меня экспедиционер, он у меня готовый давно. Перед поездкой в Тикси мы сделали рацию, поставили преобразователь на 220. А в остальном автомобиле есть дополнительный бак на 180 литров. Стекла у нас зимой, перед зимой все двойные делаем. И самое главное, картонку. Стандартный набор для Якутии, для морозов. Вот сейчас был кадр, где рыбалка такая необычная достаточно. Там был водолаз, да? Что это было? Кто это был? Это новый способ охоты на бивней. Оказывается. Оказывается, сейчас как бы законом запрещено копать, да? А если ты нашел, это как бы можно. И поэтому местные люди, они как бы приспособились к этому делу. То есть они с аквалангами? Они с аквалангами спускаются фонариком, они по дну реку все, что вот большая вода летом намывает, они в каких-то ямках оседают, и они ищут. То есть поймал, это уже твое, да? Где можно будет это все увидеть? Я понимаю, что это будет, скорее всего, видеоматериал, фильм, да? Где-то можно будет посмотреть. Вся медиа. Да, я изначально хотел просто пофотографировать и выложить себя в блоге на Яндекс.Дзене и в Инстаграме. Но в процессе поездки мы решили еще подснять ролики какие-то и снять небольшой фильм. Оказалось, что материалов набрали столько, что получится не на один фильм, а, наверное, на 6-7 серий. Вот после возвращения домой в Самару я начну монтировать все это дело и обязательно на своем канале буду выкладывать, потому что места очень красивые, очень интересные, и мало кто из путешественников там был. Поэтому просто съездить и не рассказать об этом было бы просто, ну, не знаю, преступлением, я бы сказал. А что вот больше всего запомнилось из этой экспедиции? Вот чем в первую очередь вы бы поделились? Ну вот очень интересно было прокатиться по Северному Ледовитому океану. Такой опыт вообще был впервые. Там своеобразный рекорд установили. Мы проехались по льду моря Лаптевых на скорости 150 км в час. Да, ну и интересно, конечно, было попасть в Русское Устье. Да? Оттуда, ну, вообще очень мало информации. И
как раз нас очень хорошо там встретили, показали. В поселке живет всего лишь 134 человека, насколько я помню. Все живут как одна большая семья, ну, по сути, так оно и есть. Вот. И интересно посмотреть, вот это была самобытность и говор, вот этот старорусский говор, потому что про него очень много где говорилось, я читал, слышал. Интересно было увидеть живую. На практике, наконец-то. Да, учитывая, что туда, ну, обычно туристу очень сложно добраться, туда постоянно заметает зимник. Там, нет самолетов. Почему мы туда решились вообще поехать? То, что Русское Устье в этом году добавили дорогу Зимника Арктики, дорога Арктики. Эта программа она добавилась, и поэтому туда начали зимник пробивать вообще. Там была из путешественников только одна команда, это команда Богдана Булычева в прошлом году на 2 красных Тойотах. И мы второй экипаж в одну машину туда пробрались. Зимник они пробивают, там завозят когда топливо, и получается где-то в неделю один раз там проходит машина. Да, его а мы как раз таки попали на 5-й день после, как дорогу сделали они. И достаточно 2 участка были такие с серьезным переметом. И мы даже лопатку вытащили в одном месте. Впервые за все путешествие недельное. И во втором месте, ну, как бы получилось стравить колеса до одной атмосферы, и этого хватило, чтобы по насту проехать. То есть снежный наст толщиной где-то 10-15 сантиметров держит 3-тонную машину, оказывается, вообще. Ну, это как бы для меня это первый такой опыт. Я как бы в внедорожном деле давным-давно, но чтобы вот так проехать по насту, это первый опыт был. Здорово. Но мы перечислили вначале примерно ваш маршрут, да? А вообще вот в километрах можете его выразить? Сколько вы проехали? 7200 километров примерно мы проехали, посмотрели по одометру. Из них около 4000 километров чисто по зимнику. Чисто зимники. Вот даже непривычно было на самом деле после возвращения оттуда ездить по городу, потому что мы уже за эти 2 недели забыли, что такое. Да, асфальт, что такое. Что за лазочки красные, желтые, зеленые, да? Поворотниками надо, оказывается, пользоваться. Вчера вообще даже чуть на красный не проехали. Не проехали, да? Действительно. Скажите, а вот, может быть, вопрос, скорее всего, к Алексею, да, вот и в летние экспедиции, да, у тебя есть зимние, ну, круглый год ты ездишь, очень часто ездишь в автопутешествия. Вот что нужно взять с собой в дорогу, например, если кто-то из наших зрителей вот хочет поехать летом путешествовать, что вот самое главное в пути? Всегда запас топлива и еда, потому что, ну, неважно, куда бы ты поехал, это те самые главные вещи, которые могут всегда пригодиться. Ну, а зимой, естественно, еще и теплые вещи. Это самое главное, потому что нет, даже если что-то вдруг случится, то всегда есть такой, как сектор шанс, да, всегда можно попытаться сделать попытку куда-то дойти. Нет ни одного замерзшего человека, кто замерзнул в теплой одежде. А вам больше нравится путешествовать летом или зимой? И почему? Или и так хорошо? Я круглый год. Я вот мы сколько путешествуем, мы в основном путешествуем с семьей. И как бы было так, что вот эта часть Якутии как бы особо интереса не было, а с семьей особенно ездим там по России, там Владивосток, всю Россию почти объездили, и Среднюю Азию объездили. А вот именно потом спрашивают, а как там у вас, как вот это. И у меня в какой-то момент подумал, что если я людям, другим путешественникам не могу рассказать про Якутию, это нонсенс. И решил, что так. И в прошлом году буквально, в декабре, по-моему, Алексею позвонил, ты все хочешь поехать? Вот, хочу, все, поехали. Давай. Решили. Давай, сидим. Ну вот, что взять в путешествие, я хотел бы добавить. В путешествие надо, самое главное, взять хорошего друга. Если особенно в Арктику едешь. И когда с человеком у тебя как бы совпадает энергия, совпадает вот это все, она намного легче переносится вот такие длительные экспедиции. И как бы как команда у нас получилось работаться, потому что до этого с Алексеем у нас совместных поездок не было. Всегда есть такой риск, что
несовместимость. Ну вот вообще, глядя на вас, кажется, что все так просто, легко. Я вот следил за Инстаграмом, да, за вашими постами. Вот индигирская труба, вот можете об этом чуть, вкратце, но тем не менее передать свои эмоции? Это самый такой момент. Что это такое вообще индигирская труба? Индигирская труба, это получается река Индигирка, она когда впадает в северное Восточное Сибирское море, ну, есть такое место, где Верхоянский хребет, она с этой стороны скала, как бы очень узкое место. Ущелье, да, такое. Образуется очень сильное течение. По-моему, там где-то километров 3, что ли. И вот это в народе называется Индигирская труба. И там часто бывает наледи. И вот эти все кадры ужасающие, которые грузовики утонули под воду и там вымораживают, это все кадры в основном оттуда. И подъезжая туда, нам как бы впереди на встречку грузовиков спрашивали, там есть вода, нет вода. И они как бы сказали нам, воды много, ну, чуть-чуть по колесу. А мы по их колесо, да? Да, по их колесо. По колесу КамАЗа. Да. А мы поехали, а там оказалось немножко больше, чем по их колесу. То есть вода быстро прибыла за полчаса, и у нас по капот машины была вода. И первый раз получилось, что я такое препятствие преодолел, у меня после преодоления этого препятствия прям истерика была. Причем невозможно было уже повернуть назад, то есть надо было в любом случае двигаться, или можно было вмерзнуть там, и еще сложнее было бы потом эвакуировать автомобиль, поэтому просто ехали. Я в этот момент пытался снимать, потому что было тоже очень страшно, но когда выехали, это, конечно, буря эмоций была, это просто непередаваемо. Такого у нашем регионе, в нашем Самарском нет. Хорошо, что все хорошо заканчивается. Да, но мы будем ждать видеоматериалов, фильм. Напомню, подписывайтесь, да, Яндекс.Дзен, да. Алексей Жирухин. Да, путешествие со смыслом. Путешествие со смыслом. Спасибо вам, уважаемые гости. Спасибо, что вы такие веселые. Желаем не терять вот этот настрой, позитив и еще больше новых дорог. Спасибо вам. Ну а сейчас мы узнаем самые актуальные новости на этот час. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. В соответствии с поручением президента Владимира Путина в Якутии продолжает действовать программа по соцгазификации. В нашей республике в нее попали более 4000 домохозяйств в 82 населенных пунктах. Несмотря на ситуацию в стране, программа догазификации в республике продолжится и, возможно, с наращиванием темпов. Эти вопросы рассмотрели на правительственном часе в парламенте республики. По заявлению парламентариев, несмотря ни на что, механизмы и процедуры подключения домов к газу останутся неизменными. Социальная газификация нашего населения, она идет, и по информации более 1000 наших домов будет подключены в этом году. Та жизненная гарантия, та жизнеобеспеченность, она, наверное, газ в первую очередь нужен и необходим для нашего населения. Никаких механизмов изменений не будет. Я еще раз повторяю о том, что мы смотрим сегодня итоги 2021 года и планы на 2022 год. Ничего меняться не будет. Дальше социальная гарантия пойдет непосредственно по подключению жилых домов. Рассматривается вопрос еще дополнительной газификации. Это закольцовка тех линий, которые на сегодняшний день. Это обеспечение безопасности газификации в целом. Желающие поступить в СВФУ этим летом могут подать документы в традиционной очной форме и в дистанционном формате. Абитуриенты, которые хотят поступить на бюджетное место, должны предоставить оригинал аттестата. А прием документов на высшие и средние специальности стартует с 20 июня. А на следующий учебный год в СВФУ выделено 4350 бюджетных мест. Из них более 3000 по программам бакалавриата и специалитета. Что касается новых профессий, то в Институте языков и культур Севера теперь будут готовить на специальности гостиничное дело. Помимо этого, в медицинском институте на среднее специальное образование открыто отделение «Сестринское дело». В юридическом колледже выделено 15 бюджетных мест. Мы планируем работать очно, то есть здесь у нас будет начало 20 июня, здесь в главном учебном корпусе откроем свои двери, отборочные комиссии наших институтов и филиалов, колледжей и 3 филиалов. Все желающие зачислиться на бюджетные места, они обязаны предоставить свой оригинал аттестата или диплома об образовании. То есть не будет такого случая, что один абитуриент будет зачислен в несколько вузов, так как у него только один оригинал. Так, и третье изменение – это приказу о зачислении с указанием
фамилии, имени, отчества абитуриента или первокурсника, вот такого уже не будет. То есть это будет уже документ, который внутренний, университетский, локальный. А на всех сайтах вот именно в общем доступе будут находиться списки зачисленных с указанием СНИЛС. Навстречу весне под таким названием в Санкт-Петербурге прошел концерт якутской оперной дивы Анны Дичковской и пианистки, композитора Софии Микаэлян. Проект состоялся в рамках Российско-армянского творческого моста. В музее-усадьбе Державина прозвучали произведения великого Чайковского и Рахманинова, а также обработка армянских и якутских песен. Это уже второй концерт Анны Дичковской и Софии Микаэлян. В будущем они также планируют дарить слушателям свое творчество, слияние чистого сопрано и красивых клавишных. Якутия очень сильно чувствует Армению. И мне понравилось вот якутское. У нас очень интересные интонации, которые схожи. Музыка, она действительно выше слов. Она открывает действительно сердца и сближает. И мы очень надеемся, что наш проект будет продолжаться. Всего доброго и удачного дня! Доброе утро всем, кто к нам присоединился. В эфире программа «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 НВК Саха. В студии Катерина Винокурова и Руслан Ачиров. Всем приятного аппетита к тем, кто завтракает, кто сейчас допивает чашечку чая с утра. Тем не менее, существует множество его сортов, и разобраться в них бывает весьма непросто. Как в них разобраться и что нужно учитывать при заваривании, расскажет наша рубрика. Всем добрый день, меня зовут Иванов Лазарь, я являюсь чайным специалистом уже на протяжении 4 лет. В целом мире существует множество разных видов формата чая, порядка 7-8 видов, и каждый этот вид имеет еще свой подтип. И моя специальность заключается в том, чтобы хорошо в них разбираться. По статистике в нашем регионе больше предпочитают именно чистые черные сорта, и в конкретном данном примере показываю вам один из самых популярных разновидностей чистого черного сорта из Цейлона. Называется он Адамс Пик, исконно один из самых наиклассических претендентов из данного региона. Отличается он особым характерным золотистым покрытием каждого листика, что показывает на высокое содержание чайных почек, что как раз-таки влияет на насыщенность, терпкость и высокое качество напитка в первую очередь. Но помимо чистых черных сортов, особым спросом у наших гостей еще пользуются черные сорта с добавками, в частности, английский садовник. Тоже один из самых культовых мировых купажей. В этом случае человек будет ощущать очень яркие, мягкие и в то же время сбалансированные цветочно-ягодные сорта. Сегодня будем заваривать на таком стеклянном заварнике. Имеет он объем 0,4 литра. При заваривании чая нужно всегда иметь в виду 3 основных момента. В первую очередь это температура воды в зависимости от сорта. Второй момент это граммовка в зависимости от объема. И третий момент это время выдержки. Так как в нашем случае чайник идет объемом 0,4 литра, соответственно, именно сейчас возьмем примерно порядка 5-6 грамм. Желательно, конечно, иметь специальные кухонные часы, которые хотя бы могли показать примерную граммовку. И соблюдая все эти 3 основных момента, мы сможем воистину прочувствовать тот самый изначальный букет вкуса и аромата, который был заложен в напитке. Изначально самой матушкой природы и производителями этого чая. После того, как мы положили наши чайные листья в заварник, следует их промыть. Что такое промывка чая? Это процедура, при которой наливается сюда малый объем воды, слегка ополаскивается и потом сразу выливается, дабы убрать осадок в виде чайной пыли, которая так или иначе в любом виде качестве чая всегда образуется. И наливаем буквально совершенно малое количество воды. Затем нужно будет ополоснуть все это дело и, конечно же, вылить. Таким образом, у нас здесь остаются уже более крупные чайные листья без какой-либо пыли, и которые сейчас мы прямо здесь и заварим.
Многие может сейчас и улыбнуться, но при заваривании чая даже жесткость воды влияет очень большую роль. Мы уже наш чай залили водой, и нужно будет подождать от 3 до 5 минут, но лично я предпочитаю во время первого пролива подождать порядка 2,5 минут. Так, наше время уже подошло к концу, и это еще можно заметить характерным видом напитка. Он у нас получился довольно-таки темным, густым, но не бойтесь, это особенность самого пуэра, он таким и должен быть. И вот уже наш напиток готов. С добрым утром и хорошего продуктивного дня вам. Меня всегда удивляет, что в любом деле есть профессионалы, есть своя история, есть много Целая своих наука нюансов. это заваривать чай. Ты завариваешь? Ну, у меня вообще так же познания поступаешь? начальные. Я просто беру чайный пакетик, его завариваю, иногда даже на 2 стакана. То есть, а вот прям такое искусство. Ну, я, кстати, пробовал очень, правильно заваренный чай. Это прям вообще земля и небо, конечно. Нужно будет как-нибудь повторить, попробовать. Согласна, да. Вообще чайные церемонии, мне кажется, это обязательно должно вот в каждой семье происходить. Да, Да, то есть хотя бы. не просто ты взял, заварил чай, выпил его. Нужно как-то расслабиться, да, как-то даже не смотреть в тот же смартфон. Мы, кстати, завтра, друзья, завтра мы в нашем эфире расскажем о том, как якутяне осваивают российские соцсети. Наш гость в студии, психолог Алена Шкулепа, даст советы, как меняются отношения и общение в соцсетях. Ну а также с завтрашнего дня начнется неделя инклюзивного образования. Об этом поподробнее обсудим с нашим гостем в студии. Будут и наши постоянные, уже полюбившиеся вами рубрики. Поэтому пишите нам, задавайте вопросы, готовьте свои вопросы нашим гостям заранее на номера, которые видите на наших экранах. У нас работает и WhatsApp, и Telegram. Мы все читаем, смотрим и всегда открыты обратной связи. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Желаем, чтобы день ваш прошел отлично, замечательно. Если мы чуточку подняли вам настроение, то мы только-только счастливы, потому что в этом и заключается наша с вами, с тобой, Руслан, работа. Да, увидимся завтра. До новых встреч в эфире.